Здравствуйте, уважаемые коллеги! Очень приятно в преддверии Нового года встретиться на таком серьезном, наверное, сегодня первом обсуждении нашей дальнейшей работы. Это именно деятельность Республиканского методического объединения руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций. Наше сегодняшнее мероприятие, оно будет посвящено прежде всего, наверное, информации, которую нам необходимо с вами рассмотреть. Ну и, наверное, о каких-то перспективах деятельности Республиканского методического объединения мы с вами проговорим сегодня и наметим дальнейшие наши шаги. Но прежде всего мне бы хотелось сказать о том, что сегодня мы рассмотрим основные направления деятельности Республиканского методического объединения руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций. Мы рассмотрим линию состава республиканских методических объединений и немного поговорим о планировании Республиканского методического объединения нашего. В соответствии со статьей закона номер 19 во всех субъектах Российской Федерации могут создаваться учебно-методические объединения, которые направлены на рассмотрение вопросов, связанных с методическим обеспечением различных направлений деятельности. Нормативная база, которая сегодня уже создана как на уровне Российской Федерации, так и на уровне Республики Коми, она рассматривается в рамках именно создания республиканских методических объединений. Это утверждение типового положения об учебно-методическом объединении и наши приказы Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, которые вы можете найти на портале «Открытое образование». Основными направлениями деятельности республиканских методических объединений общего характера является это участие в разработке проектов федерального государственного образовательного стандарта общего образования, организации и проведения различных мониторингов и обсуждения вопросов, связанных с результатами данного мониторинга. Это участие в экспертизе, разработке, формированию предложений по примерным основным общеобразовательным программам регионального уровня. Это участие в разработке контрольно-измерительных материалов, связанных с оценкой качества образования. Это участие в разработке программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Ну и, безусловно, все мы с вами находимся в профессиональном поле подготовки и реализации профессионального стандарта педагога. Соответственно, эта деятельность каким-то образом также может быть рассмотрена в рамках работы Республиканского методического совета, объединения. Основные направления деятельности региональных методических объединений рассматриваются как по направлениям реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в части реализации и методического сопровождения основных образовательных программ, в том числе и рассмотрения особенностей применения примерных программ, в части процедур аккредитации, контроля и оценки, и в части профессионального мастерства педагогических работников. То есть вот эти 4 больших блока, в которых Республиканское методическое объединение может выстраивать и планировать свою деятельность с учетом специфики, с учетом региональной специфики. Региональное республиканское методическое объединение, оно, безусловно, не работает в единственном, наверное, варианте. То есть для того, чтобы республиканское методическое объединение работало достаточно качественно и, наверное, продуктивно, необходимо выстраивать определенную систему. Мы понимаем, что в настоящее время мы можем только представить некоторые модели создания работы, республиканских методических объединений, но тем не менее хотелось бы, чтобы данная система каким-то образом постепенно была простроена, и мы работали с учетом не каких-то
заданных направленностей в деятельности, а с учетом именно взаимодействия, взаимообмена и, наверное, выпуска тех хороших методических продуктов, которые будут иметь место в образовательном пространстве дошкольного образования. Итак, мы говорим о тех схемах взаимодействия, на которые сегодня необходимо обратить внимание. То есть республиканские методические объединения работают в тесной взаимосвязи с муниципальными методическими объединениями, которые сегодня, наверное, тоже необходимо либо создать, либо каким-то образом подключить к этой работе уже существующие муниципальные методические объединения. Также возможно создание методических объединений на уровне образовательных организаций. Мы понимаем, что основная сущность и функция работы методических объединений – это прежде всего объединение теми общими задачами, которые необходимы сегодня в рамках развития республиканской системы образования в целом. И плюс к такому серьезному взаимодействию подключается наши общественно-профессиональные объединения. Это те ассоциации, те союзы, может быть, фонды, которые создаются или будут создаваться на территории Республики Коми в контексте реализации и решения общих задач, связанных с деятельностью дошкольных образовательных организаций в целом. Итак, на схеме следующего характера мы рассматриваем аспекты взаимодействия между республиканским муниципальным методическим объединением и профессионально-общественными объединениями. У нас сегодня в Республике Коми не так много профессиональных общественных объединений, но тем не менее в рамках деятельности общего характера и решения задач, связанных с теми проблемами, которые сегодня находятся у нас в рамках рассмотрения как первые, наверное, задачи, которые нам необходимо решить, мы рассматриваем профессионально-общественное объединение. Это все общественные союзы, да, то есть всю ту педагогическую общественность, которая нам сегодня необходима в рамках обсуждения тех или иных вопросов. В настоящее время мы переходим к обсуждению вопроса о составе Республиканского методического объединения руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций. В настоящее время на нашем портале «Открытое образование в Республике Коми» по деятельности республиканских методических объединений у нас зарегистрировано 168 участников. Ну, вы видите на слайде количество, которое идет по различным муниципальным образованиям. Мне хочется поблагодарить всех, кто зарегистрировался в качестве участников Республиканского методического объединения. Среди зарегистрированных у нас 20 руководителей разного уровня и 148 педагогических работников. Это очень приятно, что дошкольное образование так активно откликнулось на вот такое хорошее участие в Республиканском методическом объединении. Наша задача построить состав Республиканского методического объединения, сделать его работоспособным, и поэтому мы предлагаем состав методического объединения сделать из 20 представителей, как основной состав. Хотелось бы, чтобы в этот состав основной входили представители органов управления образованием, для того, чтобы всех муниципальных образований, для того, чтобы каким-то образом мы могли решать общие задачи и рассматривать общие методические материалы. Также нам необходимы рабочие группы Республиканского методического объединения. Они могут быть направлены на решение каких-то конкретных задач, они могут объединяться в те кластеры, которые мы выделим как ведущие на период 2018-2019 года. Они могут работать как проектные группы. То есть на сегодняшний день вот, мы ждем ваших предложений, именно как Республиканское методическое объединение может выстраивать свою деятельность в рамках состава тех представителей, которые у нас зарегистрировались. И нам необходимо, конечно,
линия педагогической общественности, то есть это свободное публичное обсуждение различных материалов, которые мы будем размещать на портале «Открытое образование». И очень важно, чтобы активность обсуждений была очень высокой, потому что нам хочется, чтобы Республиканское методическое объединение при принятии, наверное, каких-то решений все-таки имело достаточно большой отзыв от педагогической общественности по тому или иному направлению. Поэтому регистрация, я думаю, что она еще может быть, но тем не менее мы должны понимать, что у нас есть такой достаточно большой охват муниципальных образований почти из всех территорий. Это очень приятно, еще раз всех благодарю. Непосредственно, какие направления в деятельности республиканских методических объединений мы для себя выделяем? Прежде всего, у нас 3 года шел мониторинг, связанный с подготовкой условий по реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Данный мониторинг закончен, и результаты этого мониторинга уже вам известны. В данный момент нам с вами необходимо подумать о том, нужен ли нам следующий этап мониторинга, о чем он будет и какие результаты мы можем из данного мониторинга вынести для того, чтобы реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования была более качественной с точки зрения методического сопровождения. Это очень важный вопрос, но для того, чтобы мы все-таки не поднимали проблемы, которые, ну, вроде бы как нам всем кажутся простыми и одинаковыми, хотелось бы все-таки рассмотреть, как мы относимся к пониманию создания нового этапа и новой программы мониторинга, связанной уже с методическим сопровождением процессов реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Следующий у нас блок работы, который нам необходимо с вами рассматривать и планировать, это методическое сопровождение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Здесь у нас достаточно большой блок вопросов, связанных непосредственно с тем учебно-методическим комплексом, которым мы пользуемся, с рабочими программами дошкольного образования, с реализацией основной образовательной программы дошкольного образования, с формированием содержания части, формируемой участниками образовательных отношений и так далее. То есть в этом блоке нам необходимо рассматривать составляющую методического характера, то есть те методические материалы, которые сегодня нами, всем сообществом, будут признаваться как необходимые для реализации в практике деятельности педагогов. Вопрос, связанный с разработкой примерной основной образовательной программы регионального уровня, у нас рассматривается Республиканским методическим объединением по этнокультурной направленности, но тем не менее, я думаю, что данный вопрос мы обойти с вами тоже не можем, поскольку все-таки часть, формируемая участниками образовательных отношений, она как раз-таки включает в себя то содержание тех программ, которые будут иметь место быть в рамках трансляции на региональном уровне. Поэтому к этой работе нам необходимо тоже подключаться, и это как одно из содержаний деятельности Республиканского методического объединения. Следующий блок работы – это экспертиза. То есть экспертиза будет построена в 2 направлениях. Первое направление – это профессиональная экспертиза, то есть тот состав членов Республиканского методического объединения, он будет являться уже завершающим циклом. А прежде всего экспертиза будет проводиться теми рабочими или проектными группами, для того, чтобы мы могли уже выносить сначала на обсуждение основного состава Республиканского методического объединения, а далее уже выносить на профессионально-общественную экспертизу, то есть для публичного освещения тех методических программ и пособий, которые мы можем допустить в
практику реализации деятельности дошкольных образовательных организаций. Следующий блок работы, в который нам необходимо включаться, это формирование контрольно-измерительных материалов, моделей, систем оценок, связанных с профессиональной компетенцией педагогов. Ну, вы все знаете, что сегодня у нас идет направленность рассмотрения и внедрения, наверное, национальной системы учительского роста. Это достаточно серьезное направление, в которое дошкольное образование тоже необходимо включаться, то есть те модели, в которых нам в перспективе придется работать. Следующий момент. Сегодня траектория направленности содержания рассматривается уже в строгом соответствии с реализацией федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и профессионального стандарта. Поэтому те модели именно аттестационные, которые сегодня у нас уже почти отработали свой период, и они, безусловно, будут меняться. В связи с этим, конечно, мы не можем не подключить членов Республиканского методического объединения к обсуждению этих вопросов. Эти вопросы достаточно серьезные, и уже сегодня есть ряд предложений, которые бы нам необходимо уже сегодня обсуждать. Поэтому этот вопрос остается ключевым, и мы над этим вопросом, конечно, будем работать уже в первом квартале 2018 года. Следующий у нас блок вопросов, который мы будем рассматривать в деятельности Республиканского методического объединения, это те учебно-методические комплексы, то программно-методическое обеспечение, которое сегодня нам заявляют как вариативное, для того, чтобы мы могли рассмотреть эти материалы и программно-методическое обеспечение, каким-то образом отнестись к построению той инновационной, наверное, может быть, деятельности, которая сегодня будет разворачиваться с учетом апробации тех вариантов применения образовательных программ на территории Республики Коми. В связи с этим, конечно, для того, чтобы мы могли каким-то образом развивать деятельность по пилотным площадкам, совершенно необходимо рассматривать то содержание, которое сегодня в наших условиях, в условиях Севера, будет применимо для работы в дошкольных образовательных организациях педагогами. Такая серьезный блок работы, потому что мы понимаем, что не все линии комплексных программ сегодня нами понимаемы, наверное, применяемы. И, конечно, вариативность содержания дошкольного образования, она сегодня в Республике Коми достаточно низкая. И хотелось бы, чтобы появилось содержание, которое сегодня отражает реализацию подходов и требований федерального государственного образовательного стандарта в тех программах образовательных, которые вот заявляются как образовательные программы. Никто не говорит о том, что сегодня Республиканское методическое объединение будет их рекомендовать, но тем не менее построение апробационной пилотной деятельности, наверное, нам сегодня необходимо. Далее, направление Республиканского методического объединения может рассматриваться и, наверное, должно рассматриваться как участие в разработке программ повышения квалификации, адресной поддержки наших педагогов. И в связи с этим, конечно, совершенно необходимо иметь обратную связь о том, что сегодня нашему педагогу нужно, да, для того, чтобы каким-то образом он мог развивать свой профессиональный уровень, в том числе и претендовать на более высокую категорию. Поэтому здесь нам необходимо рассматривать направленности программ повышения квалификации. От вас нужно очень много предложений для того, чтобы мы уловили эту тенденцию и обсудили ее именно на Республиканском методическом объединении. От муниципалитетов очень важно получить те области проблем и задач, которые сегодня являются первостепенными, для того, чтобы вовремя и успешно оказать нашему педагогу необходимую помощь. Наше Республиканское методическое объединение, оно общего характера. То есть мы не стали делить на категории,
и объединили и руководителей, и педагогов дошкольных образовательных организаций. Чем это обусловлено, мы все понимаем. Основная забота руководителя, помимо всех управленческих ресурсов, которыми сегодня он управляет, это, конечно, реализация и создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта и реализации основной образовательной программы дошкольного образования. В связи с этим, конечно, нам необходимы те, может быть, новые направления деятельности, которые мы можем рекомендовать, что ли, своим коллегам, для того, чтобы именно эти подходы, они состоялись и были успешными. Это прежде всего линия формирования общественно-государственного управления, потому что сегодня мы в теоретической части и в части, может быть, организационной кое-что по этому вопросу делаем, но все-таки вот модели управления, связанные с государственно-общественным характером, сегодня в дошкольном образовании они как-то не представлены очень явно. Поэтому составляющая управления, которая на сегодняшний день может рассматриваться как общественно-государственное управление, в том числе и включая деятельность муниципальных методических объединений и объединений на уровне образовательных организаций, я думаю, что построение такой модели для нас достаточно серьезный вопрос, и, наверное, необходимо тоже к нему как-то подходить, в том числе и на республиканском методическом объединении. Ну и, безусловно, для руководителей остается серьезный вопрос – это формирование региональной системы оценки качества дошкольного образования. Как мы все понимаем, данный вопрос также у нас остается для нас все еще нерешенным на сегодняшний день. То есть сегодня очень много направлений и подходов, различных моделей, различных инструментов, но нам необходимо выработать свои подходы, свои модели, да, и свои какие-то контрольно-измерительные, наверное, материалы, может быть, инструментарий, который нам сегодня необходим, для того, чтобы мы говорили об оценке качества дошкольного образования. Как это будет? Предлагаем задать этот тон на обсуждение республиканского методического объединения, но и далее в рамках обратной связи формировать те хорошие материалы, которыми мы все успешно можем пользоваться. Это те направления деятельности республиканского методического объединения, которые, ну так, перспективно, что ли, могут быть рассмотрены в рамках планирования деятельности на 2018-2019 годы. Что-то в этом направлении у нас уже сделано, но я хочу обратить ваше внимание, что республиканское методическое объединение – это такой профессионально-общественный, наверное, орган, который сегодня после широкого и хорошего обсуждения тех или иных вопросов, как бы результатом этой деятельности является не просто решение, ну, как это принято, да, что вот советы поработали, объединения поработали и вынесли определенные решения. Хотелось бы, чтобы, конечно, после какого-то периода деятельности мы все-таки выпускали в практику нашей работы те хорошие методические составляющие и даже продукты, которыми могли бы пользоваться все педагогические руководящие работники на территории Республики Коми. Мне бы хотелось еще обратиться в рамках основных направлений и задач современной образовательной политики. Те проблемы, которые у нас не совсем, наверное, может быть, решаются, и нам сложно, наверное, даже выносить на обсуждение в рамках республиканского методического объединения. Это такие серьезные направления и задачи современной государственной образовательной политики, как проблемы преемственности между дошкольным и начальными уровнями образования, потому что сегодня мы понимаем, что данная проблема, она не может обсуждаться только с одной стороны, она должна привлекать сообщество, как бы, и иметь обратную связь из дошкольного образования, из начального общего образования. Поэтому данная проблема, наверное, должна быть нами тоже каким-то образом рассматриваться, позиционироваться, обсуждаться. И, возможно, какие-то мы уже методические направления и задачи можем для себя поставить в рамках уже даже этого года.
Далее, следующий момент, который хотелось бы обратить внимание, мы все знаем, что это направление для работы у нас достаточно тоже сложное. Это успешная социализация детей в целом, то есть это формирование определенных моделей и подходов образовательного процесса с учетом реализации федерального государственного образовательного стандарта. И плюс линия индивидуализации или адресной поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно инклюзивная практика, которая у нас сегодня, ну, не так много, наверное. И второй момент – это работа с одаренными и талантливыми детьми. Тоже для дошкольного образования это сегодня достаточно серьезное направление, которое хотелось бы, чтобы мы также хотя бы рассматривали в рамках деятельности Республиканского методического объединения. Вот эти, наверное, три ключевые, самые сложные проблемы, но они сегодня не могут пройти мимо работы муниципальных методических объединений, Республиканского методического объединения. И каким-то образом мы должны формировать и деятельность региональных инновационных площадок в этих направлениях. Мы должны формировать деятельность опорно-методических площадок, да? Ну и, наверное, также методических объединений муниципального и регионального характера. Ну и мне бы хотелось сказать о том, что на ближайший период, на первый квартал 2018 года, в который мы с вами будем работать уже совместно, мы выносим на обсуждение методические рекомендации по разработке и реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Для того, чтобы мы их пообсуждали, мы будем обязательно их вывешивать на портале, который вот выше на слайде обозначен. Да? Будем ждать от вас предложений, замечаний, рекомендаций. И уже в связи с этим рассматривать данный материал для того, чтобы мы могли далее отправить его на экспертизу. Далее, что нам сегодня необходимо, это две программы, которые у нас заявляются сегодня на территории нашей республики Коми, как программы, связанные с созданием и апробацией на пилотных площадках. Это программа «Мозаика» и «Вдохновение». В связи с этим нам совершенно необходимо уже в ближайшее время рассмотреть те учебно-методические комплексы образовательных программ и программно-методическое обеспечение к этим программам, сделать определенные, наверное, для себя выводы, может быть, построить некоторые планы для того, чтобы мы могли организовать по желанию, конечно, те пилотные площадки, которые будут работать по апробации этого содержания. Сразу объясню, почему нам это необходимо. Ну, о вариативности я уже говорила. Еще хочется сказать о том, что сегодня ни для кого, для нас не секрет, что сегодня пробуксовывает модель образовательного процесса работы с детьми в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта. Сегодня нам мало учиться друг у друга, сегодня мы должны понимать, что содержание определяет формы, и поэтому, безусловно, то содержание, которое сегодня мы должны попробовать, возможно, будет нас выводить на те модели, да, которые могут быть успешными. В связи с этим мы запускаем вот линию апробации двух этих программ. Я думаю, что коллеги поддержат нас. И все, кто еще хочет заявиться на пилотные площадки по этим двум программам, можете присылать заявочки на официальный адрес института. И следующий момент, который нам сегодня совершенно необходим, и мы должны рассматривать и, наверное, как-то планировать также эту деятельность, это методические рекомендации по созданию предметно-пространственной образовательной среды и применению предметно-средовой модели образовательного процесса. Данные рекомендации будут подготовлены также для вашего обсуждения. Они будут также размещены на портале. И после того, как вы подключитесь к этой работе, профессиональное сообщество даст нам предложения, да, определенного рода, мы уже будем обсуждать данные методические рекомендации с учетом
перспектив, да, и уже практики деятельности по этим рекомендациям. Вот 3 основных направления, которые мы планируем на первый квартал 2018 года рассмотреть в рамках деятельности республиканских методических объединений. Если у вас появляются другие предложения, то вы также можете нам их присылать на официальный адрес нашего института, либо заходить на портал «Открытое образование», тоже ссылочка вот здесь наверху у нас указана, да, и, соответственно, присылать также туда нам свои предложения и замечания. Работает форум? То есть там работает форум, поэтому форум, да, вы можете всегда нам писать, администраторы аккумулируют направленность деятельности, и в связи с этим мы получаем ваши предложения и замечания. Следующий момент, на который бы мне хотелось в заключение обратить ваше внимание, это момент организационной работы. Да? Но кроме того, что мы на портале «Открытое образование», вот еще раз повторяю, ссылка, которая здесь на слайде отражена, по этой ссылочке вы можете заходить в наше республиканское методическое объединение. Там все материалы будут размещаться. В форуме вы можете нам прислать свои предложения и замечания. Кроме всего прочего, мы всегда будем готовить на муниципальные методические объединения и на всех участников нашего республиканского методического объединения информационные письма о том, что размещено на портале, да, до какого срока идет обсуждение тех или иных материалов. Ну и таким образом как бы извещать вас о том, что на сегодняшний день и на какую-то перспективу делается в рамках республиканского методического объединения. Кроме того, на этом же сайте будет вывешено положение о республиканском методическом объединении руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций. Там же будет вывешен план, примерный план работы на 2018-2019 учебный год. Вы можете также свои предложения, замечания сразу нам присылать, для того, чтобы мы могли уже данный план работы утвердить, желательно в январе, и как бы уже согласно этому плану работать, выстраивать наши взаимоотношения. Кроме всего прочего, для того, чтобы было понятно, как работает республиканское методическое объединение, мы будем готовить некоторые рекомендации, да, для того, чтобы организационно нам выстраивать вот эту совместную работу. То есть не хотелось бы, чтобы республиканское методическое объединение работало в одностороннем порядке. Да? Несмотря на то, что всегда дошкольное образование, участники наши всегда активны, очень положительно настроены на то качество деятельности, которая у нас всегда проходит достаточно на высоком уровне, но тем не менее вот те рекомендации, которые мы выработаем по построению нашего взаимодействия, они для вас тоже будут направлены. Вот, в принципе, наверное, все, что бы мне хотелось сказать пока. То есть я хочу сказать вам о том, что сегодня у нас встреча информационного характера, да, то есть, конечно, много еще вопросов, которые у вас будут появляться, но я думаю, что мы этот процесс до логического завершения, до ума доведем и, соответственно, уже вам направим те результаты вот нашей встречи, да, и направления деятельности, которые нам необходимо завершить, ну, хотя бы в январе 2018 года. В преддверии Нового года, уважаемые коллеги, всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю нам всем успехов, хороших результатов деятельности, ну и, наверное, праздничного настроения для вас, для ваших близких и, конечно, для воспитанников. Спасибо всем большое, всего доброго, до новых встреч.